Вы смотрите итоговый выпуск новостей. О самых заметных событиях пятницы, 27 ноября, вы узнаете из материалов наших корреспондентов. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. И вот главные темы дня. Перевод на удаленный режим работы не повод снижать зарплату. Госдума приняла закон об удаленке. Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за коронавируса в школах до 2022 года. Постепенно открываются ледовые переправы. Расскажем о нескольких автозимниках. Теплые остановки в Якутске стали местом сбора людей, ведущих асоциальный образ жизни. Почему с присутствием бомжей в теплых остановках бороться невозможно? Отказ от участия приведет к штрафу. Росстат готовится провести перепись малого бизнеса. Детский IT-парк «Кванториум» станет доступен жителям районов. Мобильный технопарк создают в Якутии. «217 случаев коронавируса выявили в Якутии за сутки, в том числе 48 носителей инфекции. 116 заболевших приходится на Якутск. За сутки в республике от коронавируса скончались 4 человека. Об этом в ходе брифинга сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Рост заболеваемости отмечается в Чурапчинском и Мегино-Кангаласском районах, где выявили 7 и 6 случаев соответственно. Все они связаны с семейными контактами. Также по 5 случаев зарегистрированы в Алданском, Кобяйском, Нерюнгринском, Сунтарском и Тампонском районах. От 1 до 4 заболевших выявили еще в 22 районах. Давайте позаботимся о друг друге. Как можно раньше в этом году начнем покупать подарки для того, чтобы в последующем, в конце декабря, не создавать определенного рода толчью в магазинах, для того, чтобы наши новогодние праздники не были испорчены такими страшными сводками о наших болезнях. Поэтому хотелось бы, чтобы мы понимаем, что у нас сегодня будет объявлен четкий план действий относительно того, как организованно пройдут у нас новогодние мероприятия. Но уже сегодня задумайтесь, что пришла пора покупать подарки пораньше, для того, чтобы наши торговые центры, магазины не стали источником заражения и вирусов. В Хангаласском Улусе общее число заболевших с начала недели составило 14 человек. В районе проводятся различные рейды, объекты торговли, общепита и бытового обслуживания проверяют на соблюдение противоэпидемических требований. Также ведется работа по выявлению точек реализации опасного антисептика, повлекшего смерть 8 якутян. Подробности в сюжете Виолетты Засимовой. Всего за весь период пандемии на территории Улуса коронавирусную инфекцию обнаружили у 671 человека. География распространения следующая. В разрезе населенных пунктов нашего района отмечается высокое количество заболевших в городе Покровск. Это 268 случаев, в Максоголохе 179 случаев, в Немибюнцах 56, в Актемсах 32, в Булгуняхтате 12 и в Лоханане 15 заболевших. В остальных на слегах от 1 до 10 случаев. Не зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции У07.1 в селе Чкалово, Исить и Кытанах-Кырдал. Работники администрации муниципальных образований и члены административной комиссии регулярно обходят торговые центры, магазины, кафе и проверяют соблюдение масочного режима, наличие специальных разметок, термометров и антисептиков. С июля месяца этого года проведено 1470 проверок, составлено 16 административных протоколов по статье 3.8 Кодекса об административных правонарушениях Республики Саха-Якутия. Эта статья 3.8 у нас вступила в силу в июле месяце 2020 года. И с тех пор в начале, конечно, проверок очень много было игнорирующих требования людей, скептически относящихся к болезни. Люди не понимали, ни за что не хотели одевать маски. А сейчас, в настоящее время, дисциплина и самосознательность людей повысилась, мы это отмечаем. И, конечно же, они стали более ответственно относиться к своему здоровью и здоровью окружающих. Трагедия в Татинском Улусе, когда жители одного из сел употребили внутрикожный антисептик под торговым названием «Антисепс» и отравились, стала причиной проведения рейдовых мероприятий по выявлению точек реализации этого антисептического средства и изъятию его из оборота.
Постоянно ведется мониторинг аптек и магазинов, где реализуются антисептики. Работу ведут Роспотребнадзор, полиция, оперштаб. Также на местах контролируют главы. По итогам рейдовых мероприятий фактов реализации опасного антисептика на территории Улуса не выявлено. Роспотребнадзор призывает хангаласов быть бдительными при приобретении антисептиков и другой спиртосодержащей продукции и использовать ее только по назначению. Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский Улус. Дистанционные работники будут иметь право на офлайн, а за сверхурочную работу им заплатят дополнительно. Такие нормы содержатся в законе об удаленке, который Госдума приняла в третьем чтении. При его разработке была создана специальная рабочая группа и учитывалось мнение экспертов, профсоюзов, работодателей, правительства. Закон закрепляет 3 вида дистанционной работы. Постоянная, когда работник изначально заключил соответствующий трудовой договор. Временная, когда людей переводят на удаленку на время по каким-либо обстоятельствам. И смешанный график работы, когда часть времени человек трудится из офиса, а часть из дома. Кроме того, перевод на удаленку не может быть поводом для снижения заработной платы. Обязательно условия и порядок удаленной работы должны быть закреплены в коллективном договоре, в трудовом договоре, а также в локальном акте организации. В законопроекте сохранены северные гарантии в оплате труда, то есть районные коэффициенты и северные надбавки. Перевод на удаленную форму работы не предполагает снижение заработной платы. Кроме того, законопроектом сохранены условия и порядок возмещения командировочных расходов удаленным работникам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В законопроекте также установлены положения о том, что работодатель должен обеспечивать оборудованием, необходимым при удаленной форме работы. Медучреждения Якутии возобновили плановый прием больных по предварительной записи. Об этом сегодня сообщила замруководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина в ходе брифинга по эпидситуации. Плановый прием пациентов по предварительной записи начат уже практически в каждом районе республики, отметила она. Роспотребнадзор предложил продлить меры из-за коронавируса в школах до 2022 года. Ведомством опубликован проект постановления главного государственного санитарного врача России. Среди предложенных мер для продления измерения температуры, антисептики для рук, отмена массовых мероприятий. За каждым классом должен быть закреплен отдельный кабинет, в котором дети обучаются по всем предметам. Исключение – занятия, требующие специального оборудования, такие как физкультура, ИЗО, трудовое обучение и другие. Проветривание коридоров должно проводиться во время уроков, а учебных кабинетов во время перемен. А при проведении итоговой и промежуточной аттестации необходимо составить график явки школьников. На федеральной трассе Вилюй открыто движение по 3 ледовым переправам. На авто весом до 4 тонн можно попасть в села Верхневилюйск, Кюндядя и Устье. Увеличение грузоподъемности ледовых переправ до 10 тонн запланировано с 8 декабря. Открытие ледовой переправы через реку Вилюй в село Крестяк запланировано на 4 число месяца. В целях безопасности автомобилистам необходимо соблюдать разрешенную грузоподъемность при проезде. Тем временем дорожники ведут работы по открытию автозимника Хатасы-Павловск недалеко от Якутска. Об этом сообщили в региональном Минтрансе о подготовке ледовой дороги в материале наших корреспондентов. Работы на обоих подступах к автозимнику Хатасы-Павловск идут полным ходом. Дорожники засыпают и намораживают лед мотопомпами, стараясь нарастить его толщину. С утра и до позднего вечера и так весь ноябрь. Даже техника порой не выдерживает такого темпа. Ну, трудности, конечно, бывают. Бывает, что замерзает помпа, бывает замерзают рукава, всасывающие шланги. Всему виной аномально теплая погода, которая радует якутян весь месяц. Сроки открытия переправы с 25 ноября уже перенесены на 7 декабря, но эти даты пока не точные. Сейчас вот люди работают под подрядчик Мехдурстрой. То есть напыление сделают. Конкретно не скажем, когда, какие сроки открытия. В первых числах постараемся открыть. А те, кому не втерпешь, нашли выход. Легковые автомобили ездят по несанкционированной переправе, которая проходит по Торосам и Песчаному острову, параллельно официально обустраиваемому автозимнику. Безответственных водителей останавливают, штрафуют, но, увы, даже это не пугает нарушителей.
Люди реагируют агрессивно, тем самым они проезжают, рискуют своей жизнью пассажиров, проезжают по неокрепшему льду. Действительно, сейчас максимальная толщина льда по замерам специалистов всего 27 сантиметров. Этого недостаточно для безопасности даже легкового авто. И на переправе каждый день работают не только дорожники, но и дежурят участники рейдов в рамках ежегодной акции «Безопасный лед». Анна Васильева, Павел Пахомов, Якутск. НВК «Саха» выиграла всероссийский телевизионный конкурс «ТЭФИ Регион». Награда получена в номинации «Телевидение и жизнь». Давайте посмотрим, как это было. Интрига и драматургия. Игры Дыгына, город Якутск, ура! Проект «ТЭФИ Регион» – это поощрение наиболее значимых работ и профессионалов регионального телевидения России. В этом году на конкурс поступило около 600 работ, из которых в финал вышло 60. НВК «Саха» несколько раз выходила в число финалистов. В этом году награду «Телевидение и жизнь» удалось взять с проектом «Игры Дыгына». Игры Дыгына – это наши традиционные исторические виды спорта. Они каждый год во время национального праздника ГЭР проводятся. В этом году, к сожалению, у нас ИСХа не было из-за пандемии, поэтому вот намечается в декабре 4, 5, 6 Игры Дыгына будет. И мы, конечно, с удовольствием будем работать и транслировать наши виды спорта. И, конечно, мы ждем вас всех в Якутии, потому что зима начинается с Якутии. Заслуженной наградой коллектив НВК «Саха» поздравил глава Якутии Айсен Николаев. На своей странице в Инстаграм он написал, что получил замечательную новость и с большой радостью делится ею с подписчиками. От всей души поздравил весь коллектив НВК «Саха» с заслуженной наградой и пожелал дальнейших успехов, открытия новых творческих горизонтов и много ярких побед. Сейчас короткая реклама. Мы вернемся буквально через 1 минуту. Смотрите далее. Теплые остановки в Якутске стали местом сбора людей, ведущих асоциальный образ жизни. Почему с присутствием бомжей в теплых остановках бороться невозможно? Отказ от участия приведет к штрафу. Росстат готовится провести перепись малого бизнеса. Детский IT-парк «Кванториум» станет доступен жителям районов. Мобильный технопарк создают в Якутии. Продолжаем нашу программу. В деревянных многоквартирных домах столицы идут работы по установке и подключению систем автоматических пожарных сигнализаций. Программа пожарной безопасности начала работать в прошлом году, и на сегодняшний день уже более 200 домов Якутска подключены к этой системе. В конце следующего года планируется охватить 100% деревянного жилого фонда. Особенно пожарная сигнализация актуальна в холодное время года, когда пожароопасная обстановка в республике обостряется. Для жильцов установка сигнализации совершенно бесплатна. Система полностью автоматизирована, датчики сигнализации улавливают дым, срабатывает сирена, информация о задымлении поступает в единую диспетчерскую службу, в управляющую компанию и на пульт дежурного 02. Услуга бесплатна за счет субсидий города. При выделении бюджетных средств мы подаем заявку на возмещение затрат по субсидии, нам ее возмещают, мы перечисляем денежные средства подрядчику за установку. Установка совершенно все бесплатно, техническое обслуживание составляет 1 рубль с квадратного метра. Но данная пожарка нас спасает дома, очень много спасает. При любой там подгорела пища, еда, сразу срабатывают взводом на ИДДС, и нам приходят даже диспетчерам моим приходят, ко мне, смс, я вижу адрес и причину возгорания. С наступлением холодов так называемые теплые остановки города стали местом сбора людей без определенного места жительства. Они там не только распивают спиртные напитки, но и клянчат мелочь. Почему с присутствием бомжей в теплых остановках бороться невозможно, выяснил Дмитрий Темыров. Автобусная остановка «Автовокзал» – их излюбленное место. Во-первых, здесь тепло, а во-вторых, много народу. Есть у кого попросить мелочи. Наша съемочная группа не стала исключением. Оказалось, у комментариев на камеру даже есть свой тариф. За базар. За что? А сколько вы берете?
Сольник. Сколько? Сольник. Сотню? Ага, то есть вы готовы дать комментарий только в случае, если мы вам дадим деньги? Да. При этом данные личности полностью оккупировали здание остановки. Налогоплательщики же остаются снаружи. Руководитель компании «Теплые остановки», которая отвечает за их чистоту и содержание, уже махнула на все рукой. Говорит, бороться невозможно, все равно возвращаются. Проблема в чем? В том, что здесь, получается, жители города как бы не могут зайти в эту установку, потому что большое количество людей без определенного места жительства, асоциальные личности, так сказать, да? А почему они здесь появляются? Потому что им идти некуда. Я так считаю, что эту проблему может быть решить только вытрезвитель. Существуют и другие варианты – специальные реабилитационные центры. Но, как оказалось, и там могут оказаться подводные камни. Вот когда меня принимали, да, они сказали, что 15% от зарплаты. И вот после этого у меня, они сказали, каждое воскресенье зарплата. Я там 1,5 месяца поработал, и у меня никакой зарплаты. Потом я спросил, а где моя зарплата? Они сказали, первый месяц как проверка, а вот то, что 1,5 месяца заработал, когда ты еще полмесяца поработаешь, тогда зарплату дадим. То есть, получается, вас обманули с финансами? Да. Из-за таких историй многие бездомные уже не хотят попадать в подобные центры. Да и на улице каждый из них оказался по разным причинам. Работа нужна с проживанием. А вы сами откуда, простите? А вы сами откуда, с какого района? Кангаласского. А живете где? Недавно мой муж умер. Вы где работаете? Намсах. В Намсах? Хотоне. Ну, у меня сейчас выходные. Я регулярно приезжаю, напиваю. Я так, сам-то татинский. Где надо, где надо. Тем временем жители Якутска продолжают жаловаться в разные инстанции. Зимой теплые остановки, особенно по вечерам, попросту небезопасны. И вопрос этот не решается уже который год. Они вот здесь стоят, сшибают деньги. Не работают нигде. Проблема в том, что вот на автобусах, когда приходишь, постоянно ожидаем на улице. Здесь остановка всегда. Едят, пьют, в туалет ходят. Всегда занято, всегда забито бомжами. Такая проблема не только здесь, но и на всех теплых остановках Якутска. Полная антисанитария, дурные запахи. А в период пандемии эти места могут стать и рассадником распространения коронавируса. Дмитрий Тымыров, Джулстан Иннокентьев, Якутск. Идем далее. Перепись малого бизнеса в следующем году проведет Росстат. Это сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего предпринимательства. На сегодняшний день 75% предприятий в стране являются представителями малого бизнеса. Из них работают в республике, по последним данным, порядка 11 тысяч малых и микропредприятий и 28 тысяч индивидуальных предпринимателей. В наблюдении принимают участие юридические лица, состоящие в едином реестре субъектов малого и среднего бизнеса, а также индивидуальные предприниматели, включая глав фермерских хозяйств. Пройти перепись необходимо до 1 апреля следующего года. Сделать это возможно электронно, заполнив форму на портале госуслуг, либо в системе веб-сбора Росстата. Отказ от участия влечет взыскание штрафа. Экономическая перепись проводится в интересах бизнеса, государства и всего общества. Итоги дадут полную картину, в каком состоянии сейчас находится малый бизнес. И на основе полученной информации будут приниматься государственные решения и программы поддержки. Все полученные данные в обязательном порядке обезличиваются при обработке. Информация, которую мы собираем, будет использована только для формирования сводных итогов в целом по республике и муниципальным образованием. Строящиеся объекты в Мегино-Кангаласском районе сегодня осмотрел вице-премьер правительства Якутии Сергей Местников. В селе Балыктах строится школа на 150 мест. По информации подрядчика, строительно-монтажные работы завершат к концу этого года. Для полного завершения строительства дополнительно выделено из федерального бюджета более 90 миллионов рублей. Строительство культурного центра в селе Майя идет полным ходом. Основные работы завершены. Намечен большой объем отделочных работ. А в Нижнем Бестяхе в декабре планируют сдать спорткомплекс с плавательным бассейном. В настоящее время решается вопрос по расчету расходов на дальнейшее содержание объекта. Далее мы посетили почти уже завершенный объект детский сад «Сказка».
работа по которой приостановлена из-за смены собственника, инвестора. Объект строится в рамках ГЧП, но сегодня новый собственник уверяет о том, что уже все договора на оснащение объекта заключены, и, соответственно, в ближайшие 2 недели основные мебель, оборудование должны быть уже поставлены на объекте. В таком случае, в принципе, объект уже можно уже сдавать в эксплуатацию в этом году. Акт ввода в эксплуатацию, но, соответственно, потом уже должна быть проведена со стороны муниципалитета работа по получению лицензии на образовательную деятельность. Я думаю, что это уже с января следующего года работы по лицензированию будут начаты. Компания «Алроса» в рамках реализации соцпрограмм поддержала идею создания в республике мобильного детского IT-парка. Для этого через целевой фонд будущих поколений был приобретен микроавтобус, на базе которого и разместится мобильный кванториум. Подробнее о проекте расскажет Александр Хавренко. Уже несколько лет в Якутске действует детский IT-парк «Кванториум», в котором занимаются школьники и студенты, желающие связать свое будущее с новыми технологиями, освоением космоса, инженерией и другими научными дисциплинами. В скором времени воспользоваться всеми преимуществами «Кванториума» смогут и дети из районов. В республике запускается проект «Мобильный кванториум». Мобильный кванториум позволяет вывести уже вот эту деятельность за пределы города Якутска. Он будет охватывать населенные пункты, которые будут находиться у нас уже даже в отдаленных местностях. И это позволит нашим детям, действительно те, которые будут заинтересованы в этих интересных очень проектах, которые реализует Кванториум, он будет позволять им вовлекаться в это творчество, и в дальнейшем они могут связать свою судьбу вот с теми направлениями, которые их заинтересуют. На сегодняшний момент определены 6 агломераций в Центральной, Заречной и Вилюйской группе районов, где будет работать мобильный технопарк. Мобильный технопарк «Кванториум» – это перевозная автомобильная станция, которая оснащена средствами обучения, в том числе высокотехнологичным оборудованием, научно-учебным и лабораторным оборудованием, программным обеспечением и учебными материалами. На базе мобильного технопарка «Кванториум» будут проходить обучение детей по техническим направлениям, по программам технической направленности, а также практикоориентированное обучение педагогов школ и учреждений дополнительного образования. Занятия в мобильном технопарке будут проводиться для учащихся с 5 по 11 классы по таким направлениям, как промышленный дизайн, промышленная робототехника, информационные технологии, разработка VR-приложений, аэротехнологии, геоинформационные технологии и хай-тек. Создание мобильного кванториума стало возможно в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта образования. Реализация проекта подразумевает выделение средств из федерального и республиканского бюджетов при условии внебюджетного софинансирования. И в этой роли выступила акционерная компания «Алроса». Компания «Алроса» через фонд будущих поколений направила более 3 миллионов рублей на реализацию нового научного детского проекта под названием «Мобильный технопарк Кванториум». Уникальность мобильного кванториума заключается в том, что она не разовая, предназначена на многие годы. Этот проект не ограничивает количество участников. Сейчас мобильный кванториум укомплектовывается научным и учебным оборудованием и совсем скоро отправится в первый рейс дарить новые знания и умения детям республики. Александр Хавренко, Павел Пахомов, Якутск. В преддверии Всероссийского дня матери глава Мирнинского района вручил премию «Слава матери» Эржене Доржиевой, которая воспитывает 5 детей. Такую же премию получат еще 2 многодетные матери из сел Тас-Юрях и Арылах. Премия в размере 40 тысяч рублей вручается за заслуги в укреплении семейных ценностей и обеспечении достойного воспитания. Впервые «Слава матери» была учреждена в районе в 2018 году. За 2 года награды получили 18 многодетных матерей Алмазной провинции. Также глава поздравил победительницу конкурса «Портрет матери». Ею стала Христина Петрова. На сегодняшний день мать-героиня продолжает служить медицине и удаленно работает на станции скорой помощи в городе Мирном. Конкурс рассказов о матерях, которые
сыграли большую роль в развитии, социально-экономическом развитии Мирнинского района, да, стояли у истоков развития Алмазного края. Об этих мамах, матерях отправляли нам свои рассказы дети и внуки. Мы получили 11 прекрасных рассказов, но сегодня мы чествовали победителя конкурса «Портрет матери» Петрову Христину Петровну, которая родила, воспитала 10 детей. У нее теперь 22 внука и 7 правнуков. Сразу несколько книг и плакатов об участии якутян в Великой Отечественной войне презентовали сегодня. Мероприятие прошло на площадке Zoom. Серия книг – это литературно-историческая хронология, автором-составителем которой является Александр Калашников, главный археограф Национального архива Якутии. Работа над книгами продолжалась почти 3 года, а общий тираж изданий порядка 2000 экземпляров. Внимание читателей привлекут документы из фондов Центрального архива Министерства обороны, посвященных мужеству, отваге и беспримерной стойкости воинов-якутян, воспоминания участников тех событий, комментарии и приложения. Такой наши корреспонденты увидели пятницу, 27 ноября. Берегите себя в общественных местах, носите маски и соблюдайте безопасную дистанцию. А лучше оставайтесь дома и смотрите канал Якутия-24.